Надо прожить. Вот, Боженька дал человека, пришел человек голый, и голый уйдет туда. Поэтому жажда их власти, жажда денег, две жажды у них. Вот. И сейчас мы знаем, что творится в нашей стране. Эти регионалы, эти проходимцы, эти олигархи все привели нас к войне с братским, казалось бы, народом. Вот мы воюем, да, и мы победим, я уверен в этом. Только нам пусть не мешают, начинают, да, геть, геть, банду геть. Навила, да, як каже Ляшко. Скотиняк навила, да? Друзья мои, и мы не можем так жить, как мы сейчас живем. Мы ждем, Гройсман, помните, как он высказался? Я заполнял, я цитирую его слова. В 2 часа ночи парень писал декларацию, и ему пришла мысль, а дай-ка я вот, по сами, так сказать, вот наш народ накажу. И придумал 3200, это не обосновано, на все есть экономическое обоснование. Вот, нету никакого, ни экономического, ни... Валя, как рынок, не то что без предупреждения, а полностью с товаром, вообще тракторами завернули, это же людей, там кто-то брал кредиты, кто-то это же товар, как можно этот? Она говорит, дело дошло до того, что милиция смотрела, когда мародеры растаскивали этот товар. И вот здесь хочется сказать, а зачем нам такой штат этой милиции или полиции, которая не может следить за порядком? Вот здесь, если они вот там, вот людей, которых, я имею в виду, закатали в этом тракторе, я имею в виду с товаром, то как же тогда они будут смотреть, если где-то какие-то убийства или что-нибудь, они могут тоже закрыть на это глаза? Вот здесь вот это страшно, конечно. Здесь каждый должен нести свою ответственность за то, что ты заработал деньги, но ты должен в государство принести свою какую-то пользу.